Приветствую, друзья! С вами Искандер Бариев. На фоне обсуждения распространения коронавируса на этой неделе широко обсуждались две проблемы: обмен военнопленными и арест генерала СБУ Валерия Шайтанова. Какая же связь может быть между этими событиями? Об этом поговорим в 38-м выпуске блога Liberate Crimea. Итак, об обмене. Однозначно, что о военнопленных и политузниках нужно говорить систематически и на разных площадках, как в Украине, так и за рубежом. Но, к сожалению, тема списков на обмен крымских политузников становится больше пиаром, нежели реальным действием. Понятно, что сами политузники и их семьи живут надеждами. Но я считаю, что людям нужно говорить правду, чтобы прочность доверия и борьбы за свои права у них была стабильной. Хочу привести лишь несколько примеров. С открытых источников стало известно, что якобы продолжаются переговоры относительно обмена пленными с Россией. Поэтому 8 ноября 2019 года Крымско-Татарский ресурсный центр направил письма со списком крымских политузников в офисы президента Украины и омбудсмена Украины. К сожалению, в нарушении закона об обращении граждан офис президента так и не ответил на письмо Крымско-Татарского ресурсного центра. А офис омбудсмена Украины хоть и ответил, но не знаю, какими данными апеллирует Людмила Денисова, постоянно заявляя, что в списке включены 86 политических заключенных крымских татар. Во-первых, такого количества политических заключенных крымских татар, которых можно было бы обменять, просто нет. В том письме мы предлагали обменять всех политзаключенных Крыма, которые находятся в местах несвободы, то есть в колониях и СИЗО, то есть 86 человек, а из них крымских татар на тот момент было 66. Да, действительно, было еще 13 крымских татар, которые находились под домашним арестом. Но вряд ли они или их семьи захотят, чтобы их близких обменяли в Киев, где будут отсутствовать жилье и средства для существования. Второй случай, когда в декабре 2019 года со мной связался один из политузников и сообщил, что его уверили, что он включен в список на обмен. Обмен произошел, а он находится в колонии. Но при этом у него нет адвокатов, а он самостоятельно смог подать кассационную жалобу в Верховный суд России. И таким образом сократить свой срок на 8 месяцев. Узнав об этом, Крымско-Татарский ресурсный центр в первую очередь подготовил и подал заявление в Европейский суд по правам человека, так как это необходимо провести в установленные сроки. Давайте все-таки различать понятия военнопленные и политузники. Тема военнопленных больше касается ОРДЛО, а политузников оккупированного Крыма. Итак, еще в ноябре 2019 года я неоднократно заявлял, что обмен по договоренностям в рамках нормандского формата будет касаться исключительно ОРДЛО, а крымских политузников в данных списках не будет, как и не будет в последующих обменах в рамках данных договоренностей. И не нужно обманывать и обнадеживать их и их близких. Что в принципе и произошло во время декабрьского и апрельского обменов. Итак, когда, на кого или что может произойти обмен крымских политузников? Давайте разберемся. Первое. Обмен крымских политузников будет осуществляться только тогда, когда в этом будет заинтересована именно Россия. Чтобы не быть голословным, давайте проанализируем, как проводились предыдущие обмены. Так, 25 октября 2017 года Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова не просто отпустили под давлением международного сообщества, а обменяли на 2 российских агентов в Турции, задержанных за убийство и подготовку новых преступлений. Кроме того, в те годы шел активный процесс по строительству турецкого потока, крайне необходимого России, и очень выгодному проекту по строительству АЭС Аккую. Второй обмен, 35/35, который состоялся 7 сентября 2019 года, однозначно был связан с решением Международного трибунала ООН по морскому праву, который обязал Россию незамедлительно освободить и вернуть в Украину захваченные в Керченском проливе украинские суда Бердянск, Никополь и Яныкапу и освободить 24 арестованных моряка. Для демонстрации россиянам неисполнения решения трибунала, а так сказать гуманность, Россия составила список из 35 человек, локомотивом которого стали 24 моряка и токсичные для России крымские политические заключенные. Токсичные, например, такие, как Олег Сенцов, о котором заявляли и политики, и различные международные организации.
При этом у России также была заинтересованность в обмене Владимира Цемаха, подозреваемого по делу MH17, судебное расследование которого началось в марте 2020 года. На мой взгляд, именно в этот обмен можно было бы включить максимальное количество крымских политических заключенных. Как видите, для того, чтобы состоялось освобождение или обмен, в этом должна быть либо политическая, либо экономическая заинтересованность России, либо решение международных судов. Какая же перспектива освобождения или обмена крымских политических заключенных и какое количество на сегодня желательно было бы включить в список? Первое. Так называемое освобождение взамен на подачу Днепровской воды по Северо-Крымскому каналу. Ведь ситуация с водой в Крыму катастрофическая, а тут еще и пандемия коронавируса. По принципу «вы нам воду, мы вам заложников, а новых мы арестуем». Конечно же, это не решение проблемы. Ведь Днепровская вода – это важный инструмент для оккупации Крыма мирным путем. И другого подобного инструмента у Украины нет. Второе. Это решение международных судов. Например, Международный суд ООН в деле Украина против России. 8 ноября Международный суд ООН отклонил возражение Российской Федерации о якобы неприемлемости для Международного суда ООН заявления Украины. Именно в части Конвенции о расовой дискриминации и решений, которые может вынести Международный суд ООН, можно рассчитывать на заинтересованность России в освобождении или обмене крымских политических заключенных. Международный суд ООН начнет рассмотрение дела по существу, но будет ли оно в 2020 году, пока неизвестно. Подобное дело по существу должно рассматриваться в ЕСПЧ в 2020 году. Какое будет решение и когда, пока говорить рано, но есть надежда. Да, на днях арестовали генерала СБУ Валерия Шайтанова, который являлся первым заместителем начальника Центра спецопераций СБУ, входил в штаб АТО, лично отвечал за все операции, проводимые на оккупированных территориях. Россия же сразу осуществила симметричное реагирование на арест Шайтанова, который, возможно, может раскрыть российскую агентуру в Украине. ФСБ России задержала военнослужащего вооруженных сил России, которую якобы подозревают в выдаче в 2017-2018 годах представителям украинской военной разведки сведений, составляющих государственную тайну, и гражданина Украины, который подозревается в шпионаже. Что ж, появился реальный шанс. Если Россия захочет как можно быстрее заполучить Шайтанова, то начнет инициировать обмен политических узников. Поживем и видим. При этом, чтобы скорее освободить крымских политзаключенных, необходимо: первое, проводить активную информационную кампанию, чтобы каждый политический узник стал токсичным для России. Второе, Украине законодательно урегулировать вопрос с политическими заключенными и обеспечить адекватное материальное обеспечение их семей. Да, относительно списков. Крымско-Татарский ресурсный центр разработал классификацию жертв оккупации Крыма. Более подробно вы сможете ознакомиться на сайте. Списки постоянно обновляются, все диаграммы рабочие. Кликнув на каждую категорию, вы сможете получить адекватный список людей. А если кого-то не увидите в списках, пишите. До новых встреч!